Ассаламу алейкум, и всем мира, с вами кто? Ренат Хабибуллин, Татары сквозь время, и наш замечательный оператор Андерс в роли оператора и музыкального критика. Андерс, как тебе? Очень душевно. Запись идет. Это была песня про город Касымов, потому что сегодня мы поговорим о Касымовском ханстве. Дослушаем потом, а сейчас поехали. Глядя на карту России сегодня, многие бы сильно удивились, узнав, что на территории современной Рязанской области существовало этнополитическое образование, именуемое ханством. Называлось оно Мещерским юртом или Касымовским ханством. Находилось менее чем в 300 километрах от Москвы и играло немалую роль в жизни татар 15 столетия. В историческом развитии Касымовского ханства можно выделить два периода. Первый период – от образования Касымовского ханства в 1445 году и до падения ханства Казанского в 1552. В 1445 году войска казанского хана Улук-Мухаммада и русского великого князя Василия II сошлись в битве при Суздале. Путем ряда военных хитростей Улук-Мухаммад одержал победу и пленил великого князя Василия. Событие пленения военачальника армии противника вместе с ближайшим окружением было событием, если не невиданным, то по крайней мере очень редким. Однако стороны в итоге договорились. Василий и сотоварищи были отпущены за выкуп, одним из условий которого было создание того самого Мещерского юрта. По сути, это являлось добровольной передачей русского города и земли в пользование и управление татарам. Так, на землях Рязанского княжества родилось Касымовское ханство, результат мирного договора между первым казанским ханом Улук-Мухаммадом и московским великим князем Василием II. Первоначально территория будущего Касымовского ханства ограничивалась городом под названием Городец-Мещерский. Основателем династии Касымовских ханов стал Касым, сын казанского хана Улук-Мухаммада. В честь него государство и получило свое название. В Касымов, так же как и в Казанское, Крымское, Астраханское ханство и Большую Орду, платился выход, дань, как с земель Московского, так и Рязанского великого княжества. Касымовское ханство являлось весьма существенной финансовой обузой для подданных русских княжеств и было свидетельством болезненного поражения Москвы, а также кусочком татарской территории на русской земле. Вероятно, изначально хан Улук-Мухаммад не собирался надолго обосновываться в московских пределах. Он предполагал использовать бывшие имперские территории только для того, чтобы набраться сил и продолжить борьбу за Сарай. Однако судьба рассудила его планы иначе. Успешно использовав благоприятную сложившуюся для него политическую конъюнктуру, хан образовал прямо на территории Руси административную единицу, на которую имел немалое влияние. К середине 80-х годов 15 века внешнеполитическая ситуация несколько изменилась. На территории Дашты-Кыпчака, Половецкой степи, создается и успешно действует союз Москвы, Крыма и Казани. Основной целью этого союза было восстановление стабильности в Восточной Европе. После стояния на Угре значительно усилилось положение Московского княжества на международной арене, в то время как, отмечают историки, Касымовскому ханству придавалось большое значение как династическому противовесу Казани и Крыму. Поэтому московское правительство на тот момент было крайне заинтересовано в существовании этого питомника ханов, в особенности для Казанского престола. Касымовское ханство для Москвы имело и военное значение. Прекрасная конница касымовских татар являлась ударной силой в борьбе как против Большой Орды, так и против Казанского ханства. С 1530-х годов великие князья московские начинают постепенно вмешиваться во внутренние дела Касымовского ханства. Постоянный представитель в ранге окольничего известен в Касымове с ноября 1542 года. После завоевания Казани Касымовское ханство, существуя юридически, фактически, стало обычной административной частью русского государства, состоящей из нескольких уездов. Изначально основу налогооблагаемого населения Касымовского ханства составили финно-угорские и тюркские племенные объединения, обитавшие на землях Мещерского края еще до образования Касымовского ханства. В качестве правящей верхушки
высшей прослойки населения выступали выходцы из Казани, Астрахани, Крыма, Сибири, киргиз-кайсацких и ногайских орд, оседавшие на территории Касымовского ханства в течение 15-17 веков. По своему общественному строю Касымовское ханство копировало Казанское. Классовая структура Касымовского ханства была выражена довольно четко. Господствующий класс представляли феодалы различных рангов. Хан или царевич-султан на самом верху, далее приближенные светские лица, карачебейки, даруги, казначеи, военные князья, бейки, мурзы, тарханы, уланы, казаки, духовенство в лице сеидов. Самыми крупными феодалами царства являлись касымовские ханы, у них в руках была сосредоточена административная и судебная власть. Их родовые поместья располагались не только в Касымовском уезде, но и за его пределами. В городе Касымове им был пожалован старый посад с каменным дворцом. Передача посада не означала превращение его в вотчину или поместную собственность, а лишь передавала им право собирать некоторые доходы, в том числе и поземельные. Ханам и султанам шли доходы с деревень, лесов, лугов, озер, пчельников. По отношению к русским горожанам и крестьянам, жившим на жалованной земле, касымовские владельцы оставались кормленщиками, а по отношению к подданным им татарам были настоящими феодальными государями. Обработка земель производилась крестьянами, которые считались юридически свободными, но фактически были в зависимости от татарских феодалов. В таком же положении находились и бывшие военнопленные, посаженные на землю. Касымовские татары с самого начала своего формирования вошли в тесные экономические контакты с русскими и другими народами края. Складывание широкой экономической общности в пределах единого российского рынка и отсутствие каких-либо серьезных отличий в развитии хозяйства соседей способствовали установлению тесных хозяйственных и культурных связей между ними. Часто татары владели не только русским языком, но и письменностью. Второй период истории Касымовского ханства можно начать от падения Казани до фактической ликвидации Касымовского царства в середине 17 века. Этот период характеризуется тем, что это этнополитическое образование постепенно становится анахронизмом, и российское руководство предпринимает планомерные шаги по растворению касымовского удела в России. 18 и начало 19 веков явилось переломным периодом в политической и социально-экономической жизни татар Мещерского юрта. В начале 18 века Касымов был переведен из ведомства посольского приказа в ведомство приказа Казанского уезда. В 1719 он вошел в состав Шацкой провинции Азовской губернии, позднее Воронежской губернии. В 1796 году Касымов стал одним из уездов городов Рязанской губернии. В то же время касымовские татары постепенно лишались былых привилегий. Русское правительство с первой половины XVIII века издает ряд указов, направленных на ликвидацию мусульманского служивого землевладения. Например, в 1715 году вышел царский указ, где отмечалось: если люди магометанской веры, за которыми есть русские крестьяне, примут православную христианскую веру, и за ними русским крестьянам быть по-прежнему, а которые не захотят, у тех русских крестьян с пашнями и со всеми угодьями отписать на государя. В условиях подобного давления часть знати ожидаемо была вынуждена принять православную веру. В их числе представители таких известных фамилий, как Костровы, Ширинские, Тургеневы и другие. Впоследствии они вошли в состав русского феодального класса, позднее в число русской буржуазии. Остальные, конечно, потеряли свои вотчины и поместья. Русские князья с татарскими фамилиями Ингалычевы, Кудашовы, Каланчаковы, Кугушевы и другие были известны в Касымове вплоть до конца XIX века. Зависимым людям переход в православие давал возможность стать свободными. В документах 17-18 веков имеются многочисленные дела с заявителей подателей о крещении. В их числе челобитное крымского полонянника Муртазы, дело о находившейся у крымского татарина Байсукина польской пленной девки Агафьи, челобитное новокрещенного нагайца Ивана об исключении его из холопства и прочее. В архивных документах немало дел и о вознаграждении крестившихся. Однако вместе с тем удивительным образом происходил процесс усиления ислама. Сплоченные
И по-прежнему крепкие мусульманские сообщества старались удерживать свои позиции. Протоиерей Алфей в своем отчете писал, что не так легко воздействовать на татар, как это представлялось. По своей сплоченности, обособленности и религиозному образованию касымовские татары не похожи на крымских и казанских. Таким образом, в Касымовском уезде образовались наследственные династии мусульманского духовенства. В 1863 году в Касымовском уезде было 8 мечетей. Коренные изменения социально-экономической жизни отразились и на этнических процессах. С упразднением царства, которое являлось для татар своего рода этносоциальным организмом, были ликвидированы все те условия, на которых зиждилось сословие служивых татар. Прекратился приток извне тюркоязычного населения. Более того, среди касымовцев, как, впрочем, и других групп приволжских татар, наблюдается усиление миграционных процессов, что отразилось и на динамике их численности. До начала 20 века они жили преимущественно в городе Касымове и в 17 селах этого региона. На сегодняшний день численность касымовских татар достигает 2000 человек. Учитывая зависимость мещерского юрта практически с самого начала образования от Московской Руси, более точным определением его статуса была бы его классификация как вассального государства. Со стороны соседних тюрко-татарских государств Касымовское ханство довольно долго представлялось как равное другим ханствам этнополитическое образование. Встречаются и случаи, когда отдельные русские летописи применительно к этому юрту используют понятие «орда», также обозначающее государственное владение. В общий ряд с другими наследниками Золотой Орды ставят Касымовское ханство и получение им выхода дани с территории русских княжеств. После завоевания Казанского и Астраханского ханств статус этого этнополитического формирования изменился. Он стал больше походить на удельное княжество. Тем не менее, Касымовское ханство достаточно уверенно можно поставить в один ряд с другими позднезолотоордынскими тюрко-татарскими государствами. Таков наш краткий экскурс по истории Касымовского ханства. Друзья, мы с удовольствием читаем ваши комментарии под видео и радуемся каждому лайку или дизлайку, что тоже реакция. Поэтому обязательно оцените наше видео, подпишитесь на наш канал и обязательно напишите в комментарии о том, можно ли в полной мере считать Касымовское ханство частью наследия Золотой Орды. А на этом пока все. Сау-балгас, ассаламу алейкум и всем мира. Пока. А как же финальная песня? Финальная песня специально для оператора Андерса. Песня про Касымов. Пока.